Фибулы, браслеты, ножи, кинжалы, наконечники, различные изделия из железа и бронзы. Все эти предметы были найдены в окрестностях Сухума совершенно случайно. Отправляясь на охоту вместе с друзьями, любитель истории и археологии, Астамур Айба не ожидал, что обнаружит уникальные находки. Первым предметом был найден нож, который вот я Баталу Джопу, кстати, сразу показал. Первым предметом он был найден прям клинок из земли торчал. То есть вот два валуна, и вот из земли торчит вот этот клинок. И вот первым мы его вытащили вместе со своим другом, и уже вот все остальные находки, они были в одном месте сгруппированы. Обнаружив находку, Астамур обратился за помощью к абхазским историкам и археологам, по мнению которых найденное захоронение – могильник, а артефакты, обнаруженные здесь, относятся к эпохе бронзового века. Как отмечают ученые, находки в таком комплексе и сочетании – редкость для центральной части Абхазии. Я хочу показать, значит, вот такие фибулы, которые до сих пор считались только относятся к северо-западу. И при суждении о происхождении таких комплексов всегда исходили, что это некий такой отдельный район. Вот. Вместе с этим открытием теперь, значит, это положение теряет свою значимость вообще. То есть значит, теперь эти комплексы характерны для всей Абхазии, можно сказать. По словам ученых, ценность данной уникальной находки высока. Некоторые из предметов особенно привлекли их внимание. Меня тут привлекли две вещи особенно. Вот эта вещь, это биметаллический кинжал. Это как раз переходный период от бронзы к железу. То есть все не делали, поэтому называется биметаллический. Его много таких кинжалов в Персии, на Северном Кавказе, но у нас, к сожалению, может потому, что мало еще раскопанных памятников такого типа, такого времени. Все найденные предметы будут переданы в Абхазский государственный музей. Археологи и историки выразили надежду, что исследования в данной местности будут продолжены. Гугуца Вардания, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.